Бразилец еще долго приходил в себя после хлесткого бокового от нашего, пожалуй, самого успешного на сегодня бойца. Вадим Малыгин, он же Бэд Санта, с нами особо не секретничал. О своей подготовке к турниру говорил охотно и показывал. Всю работу над ошибками сделали, оттачивали свои сильные стороны в основном. Ну и делали в основном акцент на защиту от партера, что и привело меня, можно сказать, к победе. На прошедшем Parma Fights наши спортсмены выиграли 8 поединков из 9. Этот результат просто не мог остаться незамеченным. Вижу, потенциал у нас огромный, вы все молодые. Если будете так же двигаться, я думаю, что достигнете многого в жизни. Это очень важно, иметь характер. Проводить масштабные турниры по смешанным единоборствам, такие как Parma Fights, теперь, скорее всего, будут чаще. Помощь правительства Коми принесла клубу ММА «Север» партнерское соглашение с одним из крупнейших ликероводочных предприятий региона. Поддержка от госвластей, она, конечно, присутствует, она существенная, в том числе и вот этот зал, в котором мы сейчас тренируемся, то есть он в большей степени благодаря нашим спортивным чиновникам имеется в нашем распоряжении. Кстати, с представителями власти ребята встречаются не только за столом переговоров. Вице-премьер Анатолий Князев, который курирует в республике спорт, рассказал, сам частенько надевает боксерские перчатки. У меня специфика работы такова, что вот после тренировки, когда работаешь кулаками, отбиваешь кулаки, на следующий день руки немножко трясутся. Там надо писать, подписывать. Вот эта проблема существует. Ближайшие бои у ребят уже после Нового года, а пока что тренировки у них проходят в легком режиме, чтобы просто перевести дух, да и морально подготовиться к новым рубежам. А их в 2018-м предстоит немало. Роман Истомин, Евгений Ершов, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.